Что такое песня? Песня – это живая история народной души, является самой популярной формой поэтического творчества и передается от поколения к поколению. «Песня «Моя любовь» неустанно повторяет легендарный певец, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Саха-Якутия Александр Парфеньевич Самсонов. Он одним из первых профессиональных солистов республики проявил интерес к песенному творчеству коренных малочисленных народов Севера, включил их песни в свой репертуар, исполняя на 5 языках. Подготовил и выпустил сборник «Песни на стихи авторов малочисленных народов Севера» в обработке для голоса и фортепиано. Студийная запись песен была сделана в сопровождении симфонического оркестра российской телерадиокомпании «Останкино». В итоге в 1994 году была выпущена пластинка фирмы «Мелодия». В 2022 году Музей музыки и фольклора народов Якутии по просьбе Александра Парфеньевича Самсонова переиздал сборник, дополненный нотами для фортепиано и QR-кодами песен из грамм-пластинки «Песни народов Севера» и сборника «Песни на стихи малочисленных народов Севера» из репертуара Александра Самсонова. В 1988 году того столетия к нам пришли семья Куриловых, Ульяна Курилова и Николай Курилов. И обратились с просьбой: Александр Парфеньевич, у нас такие красивые песни, но у нас нет исполнителя, певца. Вот вы не могли бы наши песни петь? Ну, я, конечно, сразу согласился, потому что песня «Моя любовь», песен у меня очень много на разные темы. Вот и мы сразу стали работать. Но была довольно трудная работа, потому что и текст я не знал, и это. Вот. Николаем Куриловым начали учить. Первая песня была песня «Лабун-Мадено» о речке, которые юкагиры, они все время там жили, потом их выселили, Лабун-Мадено, речка. Вот. И вот они душой вот это вот написали. Лабун-Мадено. Ну вот, начали работать. Работа была довольно сложная, потому что это для меня новая работа. Но интересная работа была. Вот. Одна песня, потом вторая, третья. Вот этот сборник, который вышел чудеснейшим образом недавно. Вот. И я записал 32 песни. Да, это целое дело, конечно. Мелодия, да, она же оформить. А у меня друзья все композиторы. И вот они с удовольствием, никто ничего не возражал, бесплатно совершенно стали оформлять как песни. И вот получилось так, что сначала юкагирские, потом венские, потом венкийские. И так набралось. Тут вот как раз написано: Якутское аэрогеодезическое предприятие. Я там пел. Там меня любили, здорово там был директор такой Бочаров. Вот я к нему обратился: можете ли вы... И вот они нам дали бумагу, правда, вот такую серую. Серую, вот такую вот. И мы стали с Николаем Куриловым работать над этим делом. Таскали целыми рулонами бумагу, вот это, то все, 5-е, 10-е. И вот вышел сборник. Вышел сборник, презентация была, концерт был у меня. А до этого я готовил песню на стихи Семена Петровича Данилова. Готовил песню «Берегите стерхов». И вот там говорится, что такие красивые птицы прилетают, их так мало, берегите их. Вот. И я почему-то сравнил
этих красивых белых журавлей вот с малочисленной народностью. И потому назвал концерт «Крик белого журавля». «Крик белого журавля». Вот когда подготовили мы, жена Курилова, Ульяна Курилова, она афишу сделала такую. «Крик белого журавля. Благотворительный концерт народного артиста. 21 октября 1990 год». Вот. С участием государственного ансамбля театра Якутии, вот так. Потом, Байшев помогал, потом детский танцевальный коллектив, там Гулун был малочисленный, так. Вот. Петр Агатоев мне играл тогда, вот. Баянист Михаил Павлов. И вот получился концерт. Конечно, я человек творческий, и все ассоциации мне помогала народов Севера. Сразу возникла мысль записать это. Записать в Москву там через правительство. И вот записал я песни. Вот эти все. Вот. Песни народов Севера Якутии. Оформлял этот вот диск Николай Курилов, художник. Это пластинка. Вот такая. Пластинка настоящая. Вот. И вот я записал. Притом с симфоническим оркестром, не просто так. Солидно все было. Выпустили пластинку. Все радовались. Я в том числе, конечно. У меня 5 пластинок разных, на разные темы. И песни – это моя любовь. Всю жизнь я пою песни на якутском, на русском языках. И вот стал петь на языках малочисленной народности. Пластинка получилась, и сделали диск. И в прошлом году, в сентябре месяце, я пришел к хорошим людям в музей музыки и фольклора народов Республики Саха. Аида Петровна Решетникова, по ее инициативе это получилось, так, уже стала директором Мария Ильинична Корнилова. Ко мне они, честно говоря, приставали по теме Великой Отечественной войны, чтобы я там выступил и сделал это. 2 или 3 года. Все время просили. Но мне некогда было. Потом решил. Сделали выставку, я спел. И вот после этого я почувствовал, что эти люди, коллектив душевный. Душевные люди там работают. Главное, в основном все девчата якутские. 3 парня у них там под началом. А главное, конечно, это Мария Ильинична Корнилова. И вот я в сентябре 21 года пришел к ней. Я у меня целый кипа было в гараже. Мы отвезли туда. И вот я говорю, вот такая книга. Показал. Она так ухватилась сразу. Взяла. Я говорю, хорошо бы ее издать. Тут же. Вообще удивительный директор, удивительные там ребята. Я так рад, что с ними я знаком. И такой коллектив. И сейчас кочующий музей придумали в России. И он тоже кочующий музей. И вот они друг с другом кочуют, показывают, чего достигли. Вот. И она тут же меня взяла, я им все показал, рассказал, пластинки показал, тоже подарил. И вот началась работа у них. И вот они в Санкт-Петербурге, оказывается, есть музей театрального и музыкального искусства в Петербурге. И вот там сделали презентацию. Просто гладить хочется, ласкать хочется, целовать хочется. И я горжусь, что вот эти люди, наши музейные, они вот это вот такое чудо организовали. Была презентация в педучилище. Презентация, вот, которую вы сейчас увидите, презентацию покажут. К сожалению,
мне не пришлось присутствовать, потому что что-то с сердцем у меня получилось, увезли меня на скорую помощь. Вот и потому я сейчас рассказываю, как все было. А презентацию эту я увидел, когда там лежал, меня отправили. Ну, презентация мощная. Так хорошо подготовленная, народу полно. Люди так хорошо говорили. От души все было. Просто испытал счастье. Я хочу сказать большое спасибо этому музею музыки и фольклора народов Якутии, директору. Она умнейшая, добивающая своего и желающая работать. Вот такая. Просто я влюбился в этого человека, потому что настоящий творческий человек. И все там творческие. Потому я хочу сказать большое спасибо музею Марии Ильиничне Корниловой, что сделали такой прекрасный альбом. Вот Любови Константиновны Помогаевой, они, оказывается, составители, и, значит, вместе работали. Вот составили и ответственны за выпуск были. Музейной образовательной деятельности. Вот. А музыкальные песни проверяла, печатала, все. Музыковед, преподаватель педагогического училища имени Гоголева, где я работал и учился. Мария Ивановна Шамаева так хорошо провела эту презентацию, умно, толково. Дизайн оформила Марина Владимировна Соломонова, преподаватель Сунтарской детской школы искусств. Смотрите, как игрушка, целовать хочется. Тундра, моя любовь, север, моя любовь. Вот смотрите, играет. Не просто посмотришь, тундра и играет северное сияние. Дышит сборник. Понимаете, да? Не сравнить же вот с этим сборником. Хотя он первый. Вот. И получился замечательный подарок для северян, моих друзей. Я всегда им помогал, помогаю. Вот я тут как раз написал. Я желаю людям тундры, моим дорогим северянам, счастья, успехов, здоровья в вашем нелегком труде. Со своей стороны всегда буду пропагандировать вас, людей тундры. До новых встреч, дорогие мои люди. Это вот моя небольшая статья. И вот я преклоняюсь перед этими людьми, потому что их мало, но они работают. Вот Варвара Аркух. У меня фотографии тут, да? Первого концерта вот этого «Крик белого журавля». Представители. Баянист Михаил Павлов, певец Дьяконов, композитор Егор Неустроев. Кстати, я к нему первым обратился, и он сделал красивую обработку Лабун Мадено. Я ему благодарен. Он вообще очень талантливый человек. Вот. Сам Николай Курилов, собственной персоной. Вот его брат Улуру Адо Курилов со своей дочкой. А это вот Аркух, которая сейчас работает в университете, и которая мне подарила прекрасный вот красивейшую картинку северную. И я рад этого, ведь серебрится все. Вот я тут сижу. Потом приезжала чукотская поэтесса Антонина Камытваль, она была в гостях у нас. Вот. Здесь вот эвенкийский тоже поэт Степанов. И ансамбль танца Якутии, который вот тут как раз в афише. Это театр оперы и балета был замечательный, душевный концерт. Песня всегда была моей любовью, моим спасением и моей защитой. Благодаря ей я выжил в этой не очень-то легкой жизни. Спасибо ей за это, Александр Самсонов. То есть всякое в жизни было, но песня меня спасала. Потому что песня «Моя любовь», и этим все сказано.
Слова слова, да. юкагирских, чукотских, как бы запоминали? Моя работа, я певец, вот, закончил Московскую консерваторию, приехал сюда, на свою родину. Вот, память должна, не только голос, но и память, понимаете, да? Сколько у меня, за 30 лет, я Онегина 30 лет пел, Онегин, ну и другие спектакли, все надо запоминать. Это тоже не просто. Вот. Ну, а это увлекся я этим делом. И потом я нёгойбун, по-якутски говоря, упрямый, как бык. Вот. Если мне нравится, и если я захочу, я добиваюсь. Вот. А тут люди попросили: спасите нас. У нас такие красивые песни, да? А нет у нас певца. И они обратились ко мне не к кому-нибудь, а ко мне, чувствуя меня и зная меня. Вот. А я и говорю, вот песня «Моя любовь». Потому вот так получилось. Ноты, да, ноты. Это единственный сборник с нотами. В России, если нет, по малочисленной народности. В этом я горжусь, потому что композиторы мои все друзья, я же работаю с композиторами, да, обращался, никто не отказывался. Вот, и вот даже вот тут у меня есть подборка, да, я специально подобрал. Вот Герман Комраков, мой друг, вот, он 11 песен по-юкагирским написал музыку к 3 текстам, по-венкийски написал к 4 текстам, сделал обработки 3 текстам. По Эвенкам обработка одной песни. И потом 11 песен вот он обработал, да, делал. Николай Берестов, композитор, да, 8 песен. По юкагирской обработке 2 текста и 1 чукотскую обработал. По Эвенкам обработал 3 текста. Написал музыку к 1 песне, текст. По Эвенкам музыку 1 песни. Теперь Валерий Кац был композитор. По юкагирам написал музыку к 1 песне, по Эвенкам 2 обработки сделал. Егор Неустроев 4 песни, по юкагирам он сделал обработку к 3 текстам. Эвенкам обработку 1 песни. Владимир Ксенофонтов 3 песни. По юкагирам написал музыку к 1 тексту, Долганам обработку к 1 песне и Эвенкийский обработку 2 песни. Вот и дружба, и связь с композиторами, 29 песен они мне обработали. Всегда меня поддерживали, любили их, желали, чтобы я пел. Потому что они чувствовали, что я песню не просто так пою, а вот этим местом пою. Вот. И вот так получился вот такая конфетка. Рад, что презентация прошла на высоком уровне. Вот все выступали хорошо, и организация была, полный зал был. Евдокия Бокова, Эвенская, она тут интересная была презентация, когда я приехал, презентация моей пластинки, вот этой. Презентация пластинки. И вот тут очень ловко сделали фотографии. Вот Юкагир это, Аида Петровна, а вот Евдокия Бокова. Я с этой песней пел солданским оркестром, был в Севастополе, потом в Москве в колонном зале. Будинга, будинга, нёраду, джардакен, и хули, уракчен, сихидалан, хараку, билен. Хей, вот такая поление упряжки. Северный народ, северяне, они от души работают, талантливые люди, потому надо поддерживать друг друга. Лабан-Мадану, Оречки любимые. Вот в Нижнеколымском Улусе из Черска вылетаешь, и вот они говорят, вот это она
ниточка идет, вот это Ламудену, наша Родина. Тундра тянет меня к себе всегда. Вот я говорю о тундре, о севере, о метелях и так далее. Лето, гнус, жара, олени тревожные и пугливо хоркают, и издавая тревожные сигнальные звуки. Они все время в движении, спасаясь от комаров и гнуса, а оленеводы бегают за ними, стремясь удержать их. А в чуме маленькие дети. Это было в 60-х годах еще, да? Это было так, когда я начинал свою театральную гастрольную деятельность. 7 года. Сейчас, конечно, быт оленеводов изменился, да? Вот я говорю так. Соберется, бывало, в кучку семья. Это женщины, мужчины, дети. И слушают наше пение и музыку. Наблюдают, реагируют, благодарят. А после выступления угощают нас отборным вкусным оленьим мясом, кусками и сочным бульоном. А в конце горячим чаем. Но все-таки летом комаров очень много. Они нещадно кусаются. Их видимо-невидимым. И хочется быстрее улететь. Летчики всегда торопят артистов. И вот наступает трогательное прощание. И оленеводы, и стар, и млад, собравшись в маленькую кучку, машут нам руками, провожая наш вертолет. Наступает у меня лично ощущение какой-то тревоги. За этих людей почему-то сжимается сердце. Они остаются один на один с природой и со стихией. Но все-таки тундра каким-то своим неведомым протяжением обязательно заставляет появиться тебе снова. Я желаю людям тундры, моим дорогим северянам, счастья, успехов, здоровья в вашем нелегком труде. Со своей стороны всегда буду прославлять вас, людей тундры. Варвара Григорьевна Аркух, венская поэтесса, ее стихи публиковались в литературных журналах, сборниках поэтов Крайнего Севера, в учебниках на эвенском, якутском, русском, французском и английском языках. Она – одна из тех, кто ведет активную работу по сохранению языков и культуры малочисленных народов Севера. Тема сегодняшнего нашего разговора – это книга «Песни на стихи авторов малочисленных народов Севера», составителем которого является Александр Парфеньевич Самсонов, заслуженный артист Российской Федерации и народный артист Республики Саха-Якутия. Александр Парфеньевич Самсонов из золотой династии знаменитых педагогов Парфения Никитича Самсонова и Надежды Евменьевны Самсоновых, которые отдали всю свою жизнь делу воспитания и народного просвещения в нашей республике. И действительно, говоря о золотой династии Самсоновых, невозможно не ответить то положение, что человек всю свою жизнь, отдавший делу воспитания и просвещения, может воспитать таких же преданных делу людей, таковым является и Александр Парфеньевич Самсонов, их сын, любимый брат и спутник по жизни. Действительно, когда мы говорим о династии Самсоновых, то всегда вспоминаем Сунтарский край, где родился автор этой книги Александр Самсонов. И всегда, когда мы говорим о человеке, о его деле, о его посвящении в жизни, всегда можем отметить о том, что отчий край, родная земля, любимая природа, родители, общество и государство отдают все свои силы для того, чтобы взрастить талантливых, умных
людей, каким является Александр Парфеньевич Самсонов. И действительно, когда мы говорим о песне, всегда отмечаем, что песня – это песня не просто так исполняется, а песня – это свойство души человека, его духовный мир. Это духовный мир всего земного шара, потому что человек исполняет песни не просто так, вот нечего делать, да? А исполняет песни, когда ему грустно, когда ему весело, когда ему хочется взлететь высоко в небо, и когда он хочет успокаивать людей, которые окружают его. И вся жизнь Александра Самсонова и его книги, его песни были посвящены делу возрождения песенного искусства в нашей республике. Потому как его жизнь была посвящена и есть это песня задушевная, песня глубокая, песня, нужная всем людям земли. И когда мы каждый год слышим выступление Александра Парфеньевича на Днях Победы, то всегда мы вспоминаем те лихие года, которые прошли в нашей земле в 40-е годы и после 40-е годы, и те песни, которые отдаются в нашей душе всю нашу жизнь. И Александр Парфеньевич зажигает в наших сердцах именно пламя, которое необходимо для того, чтобы зажечь наши сердца и души во имя служения Отечеству, во имя служения семье, во имя служения обществу, которое отдает все силы для того, чтобы нам было спокойно на душе. То есть наша жизнь, если общество высокое, если общество сопряжено с делами государства, то человеку всегда спокойно жить и радостно жить. И это служение, например, Александра Парфеньевича своему государству и обществу, народу, это глубокое свойство его души. Я так считаю, что это преданность земле, преданность семье, преданность однажды избранному делу песни. И я считаю, что сколько раз человек поет, столько раз он и человек, столько раз и он перерождается, столько раз и он отдает частицу своей души. И то, что сказано в этой песне, то ли в словах песни, то ли в мелодии песни, все это он отдает с частицей своей души и сердца тем людям, которые слушают его и запоминают его исполнение. И я так, говоря о педагоге, о воспитателе, хочу отметить, что в любом государстве с древних времен всегда отдавали самые лучшие, высокие почести учителю, и не зря. И врачу тоже не зря, потому что учитель – это тот человек, который воспитывает, взращивает чувства, добрые чувства для служения обществу и государству. Это духовно богатый, богатый человек, который своей душой отдает всего себя преданному обществу, преданному государству, и все это возвращается затем ему обратно. А если мы говорим, учитель – это
духовный воспитатель, а врач – это физический, скажем, спаситель человека. И от того, насколько есть хорошие учителя, преданные своему делу, и настолько, сколько есть врачей, которые преданы также своему делу, зависит духовность, духовное богатство, духовное здоровье этого общества и государства. И таковым учителем, воспитателем является Александр Парфеньевич Самсонов, который в этой книге собрал песни многих авторов, поэтов из среды коренных малочисленных народов Севера: эвенов, юкагиров, эвенков, долган и чукчей. И каждая песня на этом языке исполняется артистом на этом же языке. То есть я хочу отметить, что у Александра Парфеньевича при исполнении песен на юкагирском, на долганском, на эвенском, чукотском языках отдается духовное богатство малочисленных народов Севера, потому что слово, первозданное слово, которое передается из поколения в поколение, в любом народе, это свойство сердца и души вот этого народа. И насколько песен у этих народов, столько и радостей, столько и, может быть, и грусти, столько и преданности, которая выражается в стихотворениях данных поэтов из данного народа. И мне кажется, что Александр Парфеньевич – это счастливый человек, который не только для себя вбирает вот это свойство души, богатство души этого народа, преклонение природы этого народа, но и потому, что он от сердца отдает вот это богатство, любовь к природе, любовь к маленькому ручейку или к озерам синим, или высоким небом севера, или широкой тундры для своих слушателей. И Александр Парфеньевич в течение всей своей жизни очень много ездил по северу и всегда говорил: «Север – это моя душа, это моя душа». И первое выступление, концертное выступление для народов Севера, с народами Севера, называется «Крик белого журавля». И когда кричит белый журавль кричит, когда ему неспокойно на душе. Белый журавль кричит, когда ему радостно на душе. Белый журавль кричит, когда он радостно встречает зарю и первые лучи солнца в тундре, когда он прилетает на свою родную землю, и там, где он свивает гнездо, откуда вылетают через некоторое время птенцы, которые поют неустанные песни журавля, чтобы радовать сердца людей на этой земле. И поэтому, видимо, крик белого журавля – это свойство души Александра Парфеньевича. Наши народы, они, как и все народы, это люди, также преданные своей родной природе. И эта родная природа – это земля, которая расцветает каждую весну. Это земля, которая мерзнет каждую зиму. Это студеная тундра, арктические моря. Все это свойства души наших народов. И доброта, любовь
к людям, любовь ко всему, что окружает его. Это радость души, радость духовного свойства наших отважных, преданных делу народов Севера. Я желаю, чтобы из-под пера Александра Парфеньевича выходили все новые и новые книги, посвященные людям, малой земле, родному очагу, цветам, солнцу, книги. А вот это и земля, и цветы, и солнце, все это люди, все это общество. Без них нет общества, без них нет государства. И книги Александра Парфеньевича – это кладезь души тех народов, которые возложили на него вот такие обязанности быть человеком дружбы, человеком любви и высоких полетов. И у Александра Парфеньевича высокий полет, когда его имя навсегда останется именно в свойстве души тех людей, которые будут исполнять песни, собранные им. И когда организовали первый праздник после многих лет, в данном случае после 20 лет, цветения тундры, Аллайховской тундры, в связи с тем, что нужно было возродить эвенское село Ойотунг, Александр Парфеньевич приехал и дал большой концерт перед эвенами Аллайховской тундры. И когда в следующий раз, когда организовывали мероприятие по также организации первого ИСАХа народов Севера в Сакырырском районе, Эвено-Батантайском районе, и когда посадили первый Ан-24 в Сакырырском авиапорту, Александр Парфеньевич также дал концерт перед зрителями Эвено-Батантайского района. Свойства его доброй души, его горячего сердца, что он для людей пишет, для людей исполняет песни, для людей он посвящает всего себя, тепло своей души. Так я желаю, чтобы Александр Парфеньевич также ездил по северу, который ждет его с объятиями, с рукопожатиями северными, горячими рукопожатиями, без никаких восклицаний, а так скромно они передают свою радость искрами в глазах. Так всегда будут искры в глазах людей севера, когда они встречают Александра Парфеньевича Самсонова. В здании Якутского педагогического колледжа имени Степана Гоголева, где Александр Парфеньевич первые свои профессиональные музыкальные навыки и знания получил в тогда еще совсем молодом музыкальном отделении педагогического училища, состоялась презентация второго рождения данного уникального поющего сборника. Идейным вдохновителем явилась музыковед, искусствовед, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Якутского педагогического колледжа имени Степана Гоголева Мариам Ивановна Шамаева. За несколько дней до этой презентации мы с ним сговорились по телефону. И, конечно же, как я и представляла, Александр Парфеньевич, с такой открытой душой, да, он обратился уже ко мне и, значит,
так, как будто он меня давно знает, с измальства, как будто бы знает. Очень приятно с ним сотрудничать. Во время презентации я рассказывала об этой книге, да, каким образом она появилась на свет, какой энергии Александра Парфеневича это стоило, о каком это переплете, на какой вообще о полиграфии вот этой старой книги. И, конечно же, сейчас век наш цифровой, уже требуется более качественные материалы для работы, а любой сборник, любые ноты, я вот их оцениваю как материал для работы. Да? И замечательно, что Музей музыки и фольклора народов Якутии, они сделали QR-коды. Ага. А что касается содержания, это песни замечательные. Песни замечательны тем, что они были обработаны или даже сочинены нашими композиторами. Это Валерий Кац, Николай Берестов, Егор Неустроев, Владимир Ксенофонтов, Герман Камраков. Вот это наши самые главные вот, композиторы прошедших времен. Да? Они очень достойно сделали свое дело, очень богатая у них гармония. Да? И вот не каждая песня, которая написана мелодистом, она получает вот такой объем работы в музыкальном формате, да, чтобы им написали прямо такое достойнейшее сопровождение, прямо буквально, чтобы их мог играть симфонический оркестр. Да? Очень много красивых, например, якутских песен, но их исполняют, ну, на эстраде их можно исполнить, да, и у них нет вот таких аккомпанементов фортепианных, да, и чтобы исполнить их уже, вывести их на академический уровень, понимаете? И вот эти песни, они звучат очень академично. И почему я, например, решила провести презентацию именно в нашем колледже? Потому что у нас мы готовим учителей музыки, музыкальных руководителей. Да? Они здесь обучаются 4 и 5 лет. Среди наших студентов, их около 200 человек учатся. Среди них очень много студентов КМНС и носителей своей культуры и своего языка. Вот, и вообще целевая аудитория, я считаю, вот этого сборника должна быть именно молодежь, которая пронесет вот эти песни в будущее. Вот, поэтому возникла такая идея вместо кураторского часа общего провести вот эту презентацию, ознакомить с этой книгой, содержанием этой книги. И, значит, это состоялось. Первая презентация этого сборника состоялась в июле 2022 года в городе Санкт-Петербурге в Музее музыки и театрального искусства. Это был замечательный зал, компактный, но очень такой атмосферный зал. И туда собрались наши земляки, представители посредства, непосредственно посетители музея были и, конечно же, работники музея. И вот тогда уже у меня возникла идея провести презентацию именно для молодежи. Та презентация, она была построена несколько иначе. Да. Мы знакомили фольклор с видами фольклора нашей республики. Вообще все это начиналось с ознакомления вообще с теми народами, которые проживают в Якутии. Да. Вообще, она была по смыслу построена иначе. Ну и в презентации участвовали сами носители фольклора. Презентация, которая прошла в нашем колледже, она должна была пройти как бы в диалоге с самим Александром Парфеневичем. Он должен был присутствовать. Он пригласил очень много людей, очень много своих друзей. Буквально он собрал своих друзей.
да, своих друзей и непосредственно тех участников, которые принимали в создании этого сборника. Но так получилось, что, к сожалению, Александр Парфеневич ввиду тяжелой болезни не смог присутствовать. Об этом я узнала накануне вечером. И мне пришлось вот за ночь переделывать весь сценарий презентации, выстроить совершенно иначе. Все приглашенные пришли, с такой теплотой отзывались, такие слова прозвучали. Я думаю, все-таки вот эти слова дошли ментально до Александра Парфеневича, да, и он очень быстро пошел на поправку. Уникальность сборника заключается в том, что вообще до этого не было ничего подобного, да, и как музыковед я отмечу вот высокую профессиональную работу наших композиторов. Да. Они не пожалели своего композиторского мастерства. Да. В общем, гармонический язык, мелодический язык, он потрясающий. А также уникальность заключается в том, что многие песни из сборника записаны Александром Парфеневичем. Они были исполнены под аккомпанемент симфонического оркестра Гостелерадио. Такого формата выхода сборника у нас нету. Пожалуй, это единственный такой сборник, который включает в себя и вот нотный зафиксированный материал в качестве живого исполнения, да, и чтобы это звучало под достойным аккомпанементом симфонического оркестра, вот такого точно нет. В нашем колледже преподают вокал в течение 4 лет, и у нас работают настоящие профессионалы, и они знают этот сборник, и говорили, что они пели по этому сборнику. Но проблема в том, что старый сборник был написан рукописно. Рукописный материал читать всегда неудобно. Там аккорды могут быть вот, весьма смазанными, да, и с годами. И когда учебник стареет, лист, страницы стареют, их трудно распознать. Вот, поэтому цифровой материал, он очень важен для жизни этого, для дальнейшей жизни этого сборника. И я думаю, вот как раз-таки с выходом свежего сборника, освежевшего сборника, да, вот песни заживут, заиграют новыми красками. Вот я хочу показать вначале вот эту замечательную книгу, сборник, значит, песен авторов, представителей коренных северных народов, малочисленных. Замечательная книга. Это 2-е издание. Вот по этому поводу, по прошествии некоторого времени, всегда рождается какое-то иное ощущение, иное восприятие. Вот этот сборник Александра Парфеневича, 1-е издание вышло в 1994 году. Почти 30 лет отделяет его от 2-го издания в замечательной такой лаковой обложке, как драгоценной лаковой такой красивой шкатулки. Открываешь ее, и на тебя обрушивается совершенно иной мир. Мир северной природы, мир мировоззрения, ощущений, чувств, радости и боли северного человека, который полностью слился с природой, живет с ней в гармонии и в то же время выживая в таких труднейших экстремальных условиях севера. Вот Александр Парфеневич, первый из оперных певцов, ощутил эту уникальность музыкальной культуры малочисленных народов севера и так масштабно и плотно воплотил в своем творчестве. А впервые он прикоснулся к песням, так вот, благодаря, наверное, своему другу Эвенку, первому оперному певцу Эвенку Семену Николаевичу Дьяконову, с которым он работал в Театре оперы и балета всю свою жизнь. Вот. А, в общем-то, так к сборнику его натолкнула мысль Николая Курилова, народного художника Республики Саха-Якутия, юкагира по происхождению. Это, в общем, он сказал, я хочу даже зачитать его слова, он сказал Александру Парфеневичу следующее.
Нас, юкагиров, осталось в мире 1112 человек. Культура древняя, но мало знакомая широкой аудитории. К тому же нам трудно пропагандировать хотя бы мобильную песенную культуру. Нет человека, который мог бы на профессиональном уровне преподнести ее слушателям не только республики, но и всего Союза. Тогда это было СССР. В таком же бедственном положении находятся эвены и эвенки Якутии. Вот эти слова, идущие от самого сердца Николая Курилова, глубоко затронули Александра Парфенича, и он вплотную начал заниматься разработкой этой темы. Поиск слов, поиск авторов – это заняло, конечно, не один год. И, в общем-то, его трудная такая работа вылилась в прекрасную программу, которая проходила на сцене оперного театра в 1990 году. Называлась она, красивое название, «Крик белого журавля». Но это не только красивое название, но это глубоко несущая в себе мысль, слова, как раз-таки соответствующие тем, что сказал художник Николай Курилов. Вот хочется сказать, что вот это вот накопленный репертуар Александра Парфенича сам привел к мысли, к созданию, как сказать, соединению этого материала в едином сборнике песен. И вот был выпущен им совместно с авторами. Он очень долго искал авторов слов, авторов музыки. Над этим первым сборником работали такие композиторы, как Николай Берестов, Герман Комраков, Валерий Кац, Егор Неустроев, Владимир Ксенофонтов и мелодисты. Все собрались вокруг Александра Парфенича. Он был центробежной силой этой рабочей группы, этой вдохновенной творческой группы. Конечно, все работали с энтузиазмом, как говорил Александр Парфенич. Вот. И благодаря вот его упорству, его такому самоотверженному труду, он все любит делать до конца. Вот его, благодаря его усилиям, потому что в то время, в 90-х годах, было очень трудно достать даже самую простенькую серую бумагу. Вот. А ему навстречу пошло агрогеодезическое учреждение нашего города. Они, в общем, бесплатно, совершенно безвозмездно отпечатали его сборник. Но материалов не было, и Александр Парфенич сам грузил, доставал, таскал на своих плечах эти кипы серенькой бумаги. А обложку для первого сборника сделала также замечательная обложка, такая емкая, выразительная, графика Николая Курилова. Вот. Но, конечно, тогда это было большое событие, историческое для культуры всей республики, для культуры малочисленных северных народов. И на презентации вот мне хотелось бы привести тоже слова таких авторов первого сборника, как тот же Николай Курилов. Вот. Он сказал уже тогда, в 1994 году, «Самсонов поднял песни малочисленных народов Якутии на высоту русских и якутских песен. И слагаемое его таланта – это умение понять содержание текста, вникнуть, сопереживать и донести до слушателя боль и радость наших песен, наших душ». Эти вот замечательные слова, они полностью отвечают вот тому, что мы видим, слышим в сборнике Александра Парфенича. Тогда же на презентации первого сборника Анна Мареева, кандидат филологических наук, тоже представитель венского народа, сказала: «Вы, Александр Парфенич, настоящий эвенк». Почему? Потому что многие наши молодые эвенки не знают даже своего языка. А послушав ваши песни, они проникнутся культурой своего народа и, возможно, будут учить свой родной язык, будут знать свою культуру. А по прошествии почти 30 лет вышло второе издание этого замечательного сборника, который я показала в начале передачи. Вот. Выпустил его Музей музыки, фольклора, который создала Аиза Петровна Решетникова. Но там уже работает новое поколение. Это не просто сборник, это звучащая книга песенная, потому что здесь использована новейшая технология QR-кода. Вот можно нажать на этот код,
с телефона и послушать голос Александра Парфенича, любую песню, любой куплет выбрать для себя. Звучание и, в общем-то, прекрасное, технически сделано на высочайшем уровне эта книга. Звучащая, поющая книга. Это первое такое явление в нашей музыкальной культуре. И вот первым это донес Александр Парфенич в своем сборнике. Вы знаете, по прошествии многих лет, кажется, почему-то вот лично мне бросилось в глаза, что в этом сборнике Александр Парфенич собрал цвет творческой интеллигенции северных народов. Это те люди, которые вот в 70-х, 80-х годах, они были, ну, как сказать, явлениями в нашей культуре. Они впервые громко на весь Союз, на всю страну сказали свое слово. Мы, конечно, все читали знаменитый роман «Ханидо» и «Халерха» Семена Курилова. Мы знаем картины Николая Курилова и его произведения литературные. Улуро Адо – это знаменитое, известное всем имя многим поколениям наших якутян и северян. И интересно, что тут участвует не только старшее поколение, но и младшие авторы, представители того же юкагирского рода Куриловых. Ну, все невозможно здесь объять, конечно, да. Но вот, допустим, могу сказать вот несколько имен такие, как слова ивенских песен. Написали известные братья Кривошапкины, Дмитрий Кривошапкин и Андрей Кривошапкин. Их имена, конечно, известны во всей республике. Андрей Кривошапкин – это лидер духовной культуры народов Севера. Несколько песен создано на стихи Василия Лебедева. Хочется назвать имя поэтессы Варвары Белолюбской Артук и также Василия Киметинова Варгочана. Очень интересен и эвенкийский раздел сборника. И особенно здесь центром является песня 106-летней шаманки эвенкийской Марии Кульбертиновой из села Иенгра. Песня «Букачар». Букачар, как бы сказать, она сохранила до нас, донесло такое, как сказать, понятие, как что был старинный род Букачар, который тогда, в те древнейшие времена, какие-то древние времена, прославился, и этот род, имя этого рода только сохранилось. И этот род славился именно своим песенным искусством, песенным мастерством. Это очень интересно. Хочу сказать, что каждая песня вот сквозь конкретный визуальный образ, будь то тундра летняя, будь то тундра зимняя, снежная, она несет с собой такие какие-то вот мировоззрения северного человека и образы. И вот свежая образность этих авторов, поэтов, она сразу тоже бросается в глаза, потому что, вот, знаете, есть такие вот образы в тундре, оказывается, можно на ветер опереться, можно. Представляете, как можно опереться на ветер? Пишет, на ветер опереться можно, поет Александр Парфенич. В этой тундре сквозь снег можно услышать, как дышат, услышать, как дышат Мхов золотые острова. Вот несколько слов. А что они означают для северного человека? Мох – это корм, пища для оленя. Олень – это пища для человека тундры. И не только золотые острова, действительно они золотые острова. Зимой это острова олень добывает. И тут еще такой смысл не только, что золотые острова мха, как говорится, ну, несущая жизнь для человека, но и смысл такой, что отношение человека, поэтическое отношение к природе северного человека. Он сказал не просто мха, сказал золотые острова мха. Это же очень здорово, очень сильная метафора, я считаю. Но можно говорить много-много об этом. И вот знаете, вот есть такая песня «Лабан Мудыну». Это очень задумчивая песня о судьбе родного края. И тут сквозь такие простые слова, вот, только потому, что ты есть речка Лабан-Мудыну, Юкагир имеет родную землю и широкое небо. Только уж очень, бабушка, ты постарела. Только из-за того, что есть Лабан-Мудыну, сердце искусно танцует, песня его возносится. Только уж очень стала маленькой бабушка. Вот такие до слез
трогательные слова. И вот это все доносит благородный баритон Александра Парфенича в каждом слове, в каждой строке этих песен. Но хочется сказать, что все-таки сердцевиной этого сборника, вот я считаю, как-то и сердцевиной вот песенного творчества на стихи авторов малочисленных народов Севера, которые здесь поет, исполняет Александр Парфенич, является песня «Надырские цветы». В «Надырских цветах» есть такие слова, которые тоже, мимо которых невозможно, знаете, пройти вот просто так вот, или прослушать просто так, не вслушавшись в них. От долгих и снежных арктических зим промерзла земля и вовек не оттает, и вовек не оттает. Но каждой весною ковром голубым всю тундру цветы покрывают, всю голую тундру цветы покрывают. Они огоньками горят на камнях, и в топях болотных растут неуемно, и кажется тундра в рассветных лучах страной заповедной, огромной. В конверт положу я арктический мак. Взгляни, подивись его силе, мы были б счастливее в 1000 раз, если б так земле бескорыстно служили. Мы были б счастливы, если бы так отцовской земле бескорыстно служили. Думается, что вот это вот строки глубоко созвучны самому Александру Парфеничу как человеку, как творцу, как певцу и как гражданину. Ведь он самоотверженно работал всю жизнь именно на благо своего народа, на благо республики, культуры республики, и открыл такой уникальный пласт, как музыкальная культура северных малочисленных коренных народов Севера. И то, что песни идут в сопровождении фортепиано, они ведь могут исполняться в любом уголке нашего земного шара, в любой стране, могут переводиться на любые языки народов мира, потому что действительно это уникальный сборник, он единственный в мире. Но я хочу сказать еще, что тундра, как шаманка, всегда привлекала Александра Парфенича. Но Александр Парфенич не оставался в долгу. Он всегда говорил, что будет служить культуре северного народа, он всегда будет их прославлять, их культуру. И действительно, у него очень много есть записей, грампластинок на эту тему. Вот. И он участник всех мероприятий, всех культурных событий, где бы они ни проводились, в далеком или Иенгри, или в Чукурдахе, или в колонном зале в Москве. Он везде, в общем-то, участвует, активно пропагандируя музыкальную культуру северных народов. И я думаю, что тематическое разнообразие сборника, его песен, оно адресовано, в общем-то, разной аудитории, возрастной, и, в общем-то, и интеллигенция может, певцы, любители, певцы-профессионалы могут петь его песни, могут петь его песни и в детском саду, и в музыкальном училище, и в Арктическом институте, и в высшей школе музыки, где угодно. И поэтому я думаю, что мягкий, такой благородный голос Александра Парфенича, именно его голос привлек внимание Николая Курилова. Именно к нему он обратился первому. Почему? Потому что и человеческий Александр Парфенич очень как-то всегда внимательно и бережно, как глубоко интеллигентный человек, с ним было приятно общаться. Я знаю это и его, в общем-то, по театру, в общем-то, знаю его с первого его прихода, с первого дня его прихода, тогда еще Якутский музыкально-драматический театр имени Аюнского, в музыкальном театре, в театре оперы и балета, где он создал разнообразные оперные образы. Он же незабываемый и непревзойденный до сих пор создал классический образ в лучших традициях классического искусства, образ Евгения Онегина. Действительно, Александр Парфенич вообще человек, которым можно восхищаться, потому что вот я вижу его как глазами музейщика. И вот его именно умение систематизировать, собирать все это по полочкам и потом еще по всем его поездкам вот такие альбомы создавать, чтобы ничего не забылось.
все отзывы, все статьи, все фотографии по всем улусам, у него все систематизировано. Это действительно это кладезь для музейщиков. Это вообще, я вообще восхищаюсь тем, что как он умеет сохранять, потому что он понимает, что надо все это действительно оставлять молодому поколению. И мы горды тем, что с нами рядом такие люди с большим именем, энтузиасты своего дела. Александр Парфеньевич, Аиза Петровна, Феврония Алексеевна Байшева, Акулина Петровна Трайзен-Улгынеч. Вот такие действительно выдающиеся люди, те люди, которые душой и сердцем болеют за сохранение, за изучение, за развитие, за популяризацию самобытной культуры, музыкальной культуры, песенной культуры, вообще фольклора наших народов. Александр Парфеньевич, конечно, сделал великое дело. Что касается Лабун Мадану, конечно, это наша уже классика. Она звучит в исполнениях разных певцов и в аранжировках современных и так далее. Поэтому можно сказать, что она еще будет и на других языках, наверное, звучать, потому что мелодия, слова хорошие и мелодия отличная. Появляются новые мелодисты, новые авторы, которые пишут на родном языке, и есть еще те, которые пишут на русском языке. Ну, и я, конечно, стараюсь, и брат Гаврил Николаевич. Все же находятся и выходят из школы выпускники, которые постараются вовлечь себя в нашу культуру. Вот. Я думаю, это будет продолжаться. И думаю, с надеждой, что какой-нибудь еще исполнитель возьмется за песни, которые он не спел. Вот. Есть много юкагирских текстов, мелодии имеются. Вот. Ждем, ищем авторов. Иногда откликаются, как, скажем, Саина, да, которая спела «Аве Марию» в моем переводе. Вот. И таким образом юкагирский язык выходит за пределы Якутии, России, вот, вовлекаясь в большую музыкальную культуру нашей планеты. Как отмечает великий сын юкагирского народа Николай Курилов, Александр Самсонов не только понимает содержание текста, но и тонко чувствует и вникает, сопереживает и доносит до слушателя боль и радость песен коренных малочисленных народов Севера. А все это, наверное, достигается благодаря огромной любви, искреннему сердечному отношению к культуре, к самим людям, тонкому художественному вкусу и большому музыкальному таланту в сочетании с широкой образованностью, интеллигентностью и целеустремленностью.